Добрый день, в эфире «Точка зрения». Это место, где в нашу студию приходят очень интересные собеседники, гости, которые могут высказать свою точку зрения на то или иное явление, которое происходит в нашей республике. Мы продолжаем серию выпусков, которые посвящены Году патриотизма и непосредственно указу главы Республики Саха-Якутия о патриотическом проекте «Мы – будущее России». Сегодня мы пригласили в студию интересного собеседника, вернее, интересных собеседников. Это Членова Наталья Владимировна, руководитель Департамента процессного и проектного управления администрации главы Республики Саха-Якутия, и ученица 10 класса школы номер 23 Ладикова Алиса. Наталья Владимировна, расскажите, что за проект вы готовите, вообще готовится у нас в республике, для кого он, кому он адресован, и что мы ждем от реализации этого проекта в перспективе? Здравствуйте. Позвольте для начала вообще сказать об указе, который вы озвучили. Я, надеюсь, могу нагло заявить, что я некий эксперт в нормативно-правовых актах, потому что я имею высшее юридическое образование, и вообще мы каждый день читаем нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов, и можем сказать, что очень часто для того, чтобы в них правильно разобраться, правильно их прочитать и понять их логику, а тем более правоприменение, нам приходится достаточно много материала изучать, не только с точки зрения комментариев, не только с точки зрения судебных практики, но и сам документ, как правило, достаточно обширен. И вот здесь, с моей точки зрения, как юриста, это уникальный документ. Документ, указ главы, который сосредоточен всего на одной странице. Уникальность не в том, что он короткий или не в том, что он так мал. Уникальность заключается в том, что несмотря на то, что он всего лишь на одну страницу, очень ёмкий, то содержание, та емкость, каждое слово выверено. И я бы хотела просто даже цель указа зачитать и сказать о том, что на самом деле он ведь был издан не случайно, и на самом деле сегодня потребность от общества в том, чтобы подрастающее поколение было уверено в своем будущем, да, что оно бы принимало ответственное участие в развитии страны и республики, это было очень важно. И просто цель я специально зачитаю из указа, потому что я боюсь упустить хоть одно слово или хоть один смысл, который был вложен. Давайте. Настолько выверено. Считать приоритетной целью государственной политики Республики Саха-Якутия воспитание гражданина Российской Федерации гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны. И, естественно, здесь определены основные задачи, приоритеты, и администрации главы и правительства было дано поручение о том, чтобы был запущен проект, но этот проект запускался изначально не так, как стандартные проекты. Несмотря на то, что Асен Сергеевич четко дал поручение о том, чтобы этот проект реализовывался по принципам проектного управления, поэтому наш департамент подключился к его сопровождению, и внутренним модератором является как раз-таки мой заместитель, но здесь еще была поставлена четкая задача о том, чтобы состав этой команды состоял на 60% из детей и подростков, и только на 40% из взрослых. И уникальность также в инструменте — это не просто проектная команда, это лаборатория. Это тот инструмент, который позволяет работать проектной команде, но в условиях лаборатории. Не просто так придумали лабораторию. На самом деле это понятие включено в нормативно-правовые акты, также утверждено указом главы республики. Это один из инструментов работы проектной команды. И уникальность этого инструмента заключается в том, что в лаборатории проводится более глубокий анализ, выстраивается более обширное количество гипотез, с которыми мы работаем. Это не линейные, не тривиальные задачи. То есть на данный момент предположить, чем закончится работа, мы не можем. Мы не можем. Да, рождается результат в процессе. Выкристаллизовывается результат в составе лаборатории. Почему я говорю уникально, когда дети? Потому что нам, взрослым, мы очень много рассуждаем на эту тематику и обсуждаем ее. Нужно принять и понять, что на самом деле то, что мы подразумеваем под будущим, и то, что мы в это вкладываем, на самом деле уже наступило. Да, и на самом деле уже наступило. И поэтому, когда мы создаем будущего для тех людей, которые в нем будут жить, в отрыве от них, это может быть не очень актуально, конечно. Поэтому сегодня эта работа будет связана с детьми, и просто если дальше говорить об этом, мы узнали, что, оказывается, в оздоровительном центре нашем «Сосновый Бор» проводится смена лидеров республики, ребят, которые туда попали. Они попали не просто так, это не случайные дети, это действительно лидеры своих районов.
это российское движение школьников, которые попали в эту смену, она так и называлась «Мы – будущее России». Мы позволили себе, и руководство позволило нам туда прийти, поработать с теми ребятами, которые есть, причем тематика, которая обсуждалась, она была достаточно животрепещущая, и то, что болит сегодня, как у молодого поколения, так и у старшего поколения. Это были и гаджеты, и контент, это были отношения детей и родителей, это были профессии будущего, траектории развития, и очень интересная и тема. дети восприняли это абсолютно серьезно, и поэтому я бы, вот, если вы позволите, хотела бы, чтобы в том числе человек, который вошел в состав лаборатории, и хочу сказать, что в лаборатории мы выбрали вот эти 60% именно в этой смене детей. То есть Алиса и участник смены, и участник лаборатории, участник этого Победитель. проекта, победитель даже, да? Алиса, мы вас поздравляем с победой, первая победа Большое спасибо. в этом проекте. Но прежде чем вы расскажете о том проекте, вообще о своих наработках, к чему вы пришли, какое понятие вы вкладываете в слово патриотизм? Что для вас патриотизм? Ну, патриотизм лично для меня — это когда я работаю на благо своей родины, на благо своей семьи, на благо самой себя и своего будущего. Чтобы все мои усилия прошли не просто так, а чтобы моя страна, моя родина развивалась, и чтобы мы были лучшими. Отлично, хорошо. Ну расскажите, что было на смене, и как вам удалось победить? Ну что ж, расскажу о одноименной профильной смене «Мы – будущее России». Туда вообще приехали участники, лидеры и члены детских советов районов. То есть мы не просто такие ребята, которых подобрали на улице, так скажем, грубо говоря, а ребята, которые достойны были этого. Лидеры и члены детских советов. И вот когда мы сюда приехали, к нам неожиданно так пришли с проектами, с презентациями, с правительства, и мы были так удивлены этому. Мы просто восхищены были этому. Мы были рады, что с нами хотят работать. Каждый раз, когда к нам приходили, мы были просто безумно счастливы, то, что нас хотят услышать, то, что наше слово, наше мнение имеет вес в нашем будущем, то, что наше будущее зависит не только от старших и их мнения, а от нас самих. Когда мы делали проекты, мы работали не только сами, с нами помогали, естественно, и помогали нам с темами проектов, и мы, конечно, их сами редактировали, сами там что-то поправляли, но в целом это была наша работа, и нас выслушали. А вы какую тему избрали? Вообще было много тем, моей темой была «Дети творчества», так как будущее как-то очень... мы считаем то, что будет заменено роботами как-то в какой-то степени. Мы считаем то, что творчество будет очень полезно в будущем, то, что такие профессии, как кинорежиссеры, как актеры, актрисы, художники будут востребованы в будущем. То есть их роботами не заменить, поэтому это ниша, в которой можно развиваться. Логика такая, да? Да, именно так. И мы хотели, чтобы это было... Мы хотели помочь им развиться в этом направлении, так как сейчас больше идет углубление на на технические науки, мы хотим помочь детям раскрыть их таланты в таких сферах, как актерское мастерство, ораторское искусство, живопись та же самая и тому подобное. Ну и нас услышали, это самое главное. И хочу рассказать о лаборатории. Как вообще мы туда попали? Вот нам пришли и сказали то, что будет отбор. 13 участников. Мы сразу все настроились серьезно, все захотели туда сразу. И этот отбор был, так скажем, разделен на две части. Часть была выбрана именно по проектам территории самоуправления. Каждый представлял свой проект, но не каждый, а командными. Представляли свои проекты, и нас отбирали, это было, нас отбирали наши же ребята, то есть дети отбирали детей. Это показывало, отбирали мы тех, кто достоин этого, то есть тех ребят, которые проявили себя как-то, тех ребят, которые могут разговаривать, которые умеют вести себя правильно на сцене, которые дружелюбны, которые готовы выступать и готовы быть услышанными, у которых есть идеи, которые творческие, оригинальные, которые... В общем, судя по тому, что ты прошла этот отбор, ты именно такая. Да. Подтверждаем. Поздравляю вас, Алиса, с Спасибо. этим. Вот скажите, какие перспективы вырисовываются дальнейшей работы? Что запланировано? Как будет расти ваш проект, развиваться? Честно, мы еще сами совсем
еще не пришли в себя после таких ошеломляющих новостей, поэтому... Вы в определенной эйфории сейчас, да? Да, до сих пор в определенной этой эйфории. Очень здорово, да, Наталья Владимировна, что у детей горят глаза, что их это трогает, что им это интересно. Я думаю, что у вас в перспективе еще есть 2 года, 1,5 года, для того, чтобы определиться с будущей профессией. И, возможно, эта лаборатория, работа в этой лаборатории поможет вам сделать правильный выбор. Сейчас-то кем хотите стать, Алиса? Сейчас я хочу стать врачом, точнее кардиохирургом. Очень творческая профессия. Надо себя попробовать, конечно. Во всем нужна своя изюминка, во всем нужно свое творчество. Так что... Ну и в любом случае можно быть хорошим кардиохирургом и совмещать это с хобби, которые Конечно. относятся к творческой сфере. Да? Большое спасибо, коллеги, за то, что приходили сегодня к нам в студию, и я очень надеюсь, что вы еще не один раз придете и расскажете нам, как реализуются проекты, как работает ваша лаборатория, и очень надеюсь на то, что все больше и большее количество детей будет вовлечено вот в такую проектную деятельность, которая позволит им найти свою точку роста и увидеть свое будущее. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое вам.